Культура как основа коммуникации народов. Тема конференции, объединившая представителей различных национальных землячеств МГИМО. Каждый спикер представлял свой народ. От лица Абхазии выступил студент первого курса магистратуры Международно-правового факультета, председатель Совета землячеств МГИМО Энрике Аргун. Когда я узнал о теме конференции, я очень долго думал о том, о чем вообще можно поговорить с вами в данном контексте. Поспрашивал своих друзей о том, с чем у них ассоциируется Абхазия. Самым частым ответом было море. Я твердо для себя решил, что ассоциация со страной должна происходить в первую очередь через людей, ее представляющих. Более того, на мой взгляд, самым явным и главным примером межкультурной коммуникации является коммуникация через искусство. Свое выступление Энрике Аргун решил посвятить Фазилю Искандеру, известному писателю, чье творчество стало ключом к пониманию абхазской культуры и чье имя является своего рода символом Абхазии. Фазиль был очень честным человеком. И эта честность, она очень проявляется в его трудах. Что я имею в виду? Он не пробовал заискивать перед кем-то. Он раскрывал образ жителей Абхазии в своих произведениях с двух сторон. Восхищался теми достоинствами, которые у них есть, и по-доброму высмеивал их пороки, которые, конечно, свойственны в принципе всем людям. Но ведь главная цель писателя, дорогие друзья, это оставаться честным перед самим собой. А если писатель нечестен, можем ли мы вообще говорить, что это настоящий писатель? В конце выступления Энрике Аргун прочитал стихотворение Искандера «Желтая пыль на моих башмаках» из цикла «Горные тропы», которое не оставило равнодушным никого из зрителей конференции. Желтая пыль на моих башмаках, и асфальт, как воск, плавит жара. Я так давно не был в горах, я так давно не сидел у костра. Я вас не забыл, мои земляки, и тревоги военных ночей, и случайный под буркой ночлег. Я пил из Волги, я пил из Оки, но железный запах горных ключей я не забуду вовек. Узкие тропы учили меня вперед смотреть, а не вспять. А вы, земляки, научили меня стоя гостей встречать. Конференция в университете проходила 30 сентября. Энрике Аргун повезло выступить с рассказом о республике в такой значимый для нее день. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение.